Вооружившись садовым инвентарем, участники субботника Назрани приступили к уборке городских общественных территорий. Мужская часть добровольцев взяла в руки лопаты, грабли, газонокосилки и приступили к работам, требующим физических сил. Они очищают почву рядом с деревьями от камней и сорняков, косят траву. Я думаю, что такие субботники необходимо проводить чаще, и это в первую очередь довольство Всевышнего. Это чистая среда, это экология, это наш дом. Субботник в Назрани проходит в рамках всероссийской акции. В ней принимают участие граждане в городах и селах по всей стране. В Назрани обозначили 8 общественных территорий, на каждой из которых граждане вышли, чтобы убрать мусор, побелить деревья, скосить газоны. В числе первых приступили к работам и единороссы республики. Субботник – благое дело. Очищаем нашу природу. И по программе то, что у нас стоит, окружающая среда. Проекты, которые проводит «Единая Россия», партия, по линии партии «Единая Россия». Хотелось бы, чтобы у нас и в республике была чистота, и в каждом дворе, насколько это возможно. И дороги, чтобы у нас были хорошие. Да. И поэтому принял решение такое принять в этом субботнике участие. Территория городского пруда, несколько скверов, аллея Победы. Все эти места были благоустроены в рамках проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Только за последние 4 года в Назрани преобразовалось более 3 десятков объектов благодаря нацпроекту. На этом объекте благоустроены фонтан, была проведена благоустройство территории, озеленение, освещение. Также под Назрани благоустроено 7 территорий. В этом году планируется благоустройство 7 общественных территорий и пространств. Города меняются ради нас. Под этим лозунгом и проходит всероссийский субботник. А основная цель проекта – сделать страну более комфортной для жителей, повысить индекс качества жизни. Ежегодно по всей России благоустраиваются тысячи общественных пространств и территорий. Программа «Комфортная среда». Она начата с 2017 года. По 2019 году она вошла в состав «Жилье и городская среда», нацпроект. Где-то до 2020 года вложены деньги, около 500 миллионов рублей на сегодняшний день. Если учитывать 2021 год, это еще 136 миллионов. В субботнике принимают участие люди разных возрастов, профессий и национальностей. У всех них одна цель – сделать мир немного чище. Мы всем составом комитета по делам молодежи и нашим волонтерским корпусом принимаем здесь участие. В основном комитет у нас сегодня находится на территории Назрани. Мы сейчас находимся на территории перед прудом, будем сегодня работать вокруг него. Остальные участки мы уже решили за счет сил волонтеров, то есть распределили их по республике, по муниципалитетам. Это наша тоже малая родина, потому что мы уже 30 лет здесь живем. И мы обязаны, не просто по вызову, а мы обязаны, что вот наблюдать вот эту чистоту, чтобы если вдруг что-то не так, что мы и замечания дать, или сами, чтобы убирали вот это, то, что вот если не увидим, кто это бросает. Вдруг, я имею в виду, то, что надо, чтобы побелить, почистить, все, мы обязаны. Я люблю это дело, ухаживать за деревьями, цветами, растениями. Присоединились к субботнику и жители Малгобекского района. Эсет Полонкоевой 21 год. Она с самого утра белит деревья, вычищает почву от вредной растительности и собирает мусор возле ДК. Здесь, в селе Средние Очелуки, где она и работает. Поддержать всероссийскую акцию девушка вызвалась вместе со всеми коллегами. Белила, поливала цветы, огород. У нас тут вообще, честно сказать, мы там развели какой-то свой собственный огород, там посадили малину. Вот, как вы видите, деревья, правда, они еще не срослись у нас, но тоже надеемся, если будем заботиться, срастутся. Вы видите, все мы собрались сегодня дружно, оперативно все проводим субботник, очень слаженно. В субботнике также принимают участие педагоги школ, работники почтовых отделений, представители администраций, тренерский состав физкультурно-оздоровительного комплекса Верхних Очелуков со своими подопечными. Экоакция проводится именно на тех территориях, которые благоустроены в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Для уборки сегодня мы выбрали территории, которые были благоустроены в рамках программы «Комфортная городская среда». Данная программа инициирована партии «Единая Россия». Мы в ней участвуем
с 2019 года, и за такой короткий период удалось благоустроить по району более 10 территорий. На всех территориях идут работы именно в рамках субботника. В целом по району, по нашим прогнозам, сегодня примут участие более 300 человек. Пока население еще не подтянулось, но сейчас только 10 часов, я думаю, к 11 часам здесь будет уже больше людей, потому что призыв был ко всем жителям. Пока женская часть экологов занимается очисткой территории на равнинной части, мужская же взбирается вверх по высокому холму, собирая разлетевшийся полиэтилен. Настроение у всех бодрое, тем более акции благоволит и погода. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.